всего лишь доли секунд выиграли соперники у наших кадетов. Это говорит о высокой степени подготовки команд и о том накале борьбы во время соревнований в Москве. В метании гранаты первое место занял кадет 6-го курса Магомед Шахмузиев. В подтягивании на перекладине кадет 5-го курса Биали Бисаев. В той же номинации второе место занял Хамзат Акиев. Более того, для участников сбора была подготовлена обширная культурная программа. Когда мы приехали в Москву, нас очень хорошо приняли. Отвезли в московский казачско-детский корпус имени Шолохова, писатель, который написал роман «Дом, тихий дом». Нас там очень хорошо встретили. Он был специальный спецназов УСКН по наркоконтролю, который нас приветствовал там и следил за также, которые были судьями спортивного состязания, болели за нас душой. Даже были неправильные поправки, которые сами поправили старших офицеров, вот этим болели точно за нами душой. Но когда все уже закончилось, когда на Поклонной горе подходили кадеты, мы увидели нашу форму, с левой стороны находится шеврон Республики Ингушетии. Приятно было, конечно, я туда поехал показать не одного себе, свою родину, Ингушетию. Первое, это мы показывали свою родину, нашу предку показывали. Не знали, конечно, что есть такой кадетский корпус. Скорее всего, самое сложное было это строевая подготовка. Что в памяти останется от этой поездки? Ну, в памяти останется, скорее всего, то, что нас хорошо приветствовал сам этот спецназ, который очень хорошо гостеприимно было. Скажи, вот ты тоже свой выбор еще не сделал? Нет, почему выбор не сделал, уже давно поставлен поступить в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербург. Главное это учеба. От учебы зависит будущее наших кадетов. И также главное, я считаю, нашу физическую подготовку. Для этого в нашем корпусе имеется секция, которую после нашей самоподготовки кадеты посещают разные секции, и это помогает им бороться с трудными моментами, и также из-за физической подготовки наш кадетский корпус, я думаю, занял второе место. Главное из-за физической подготовки. В расписании этих 4 дней, которые кадеты были в Москве, и мероприятия были только на физическую подготовку и на строевую подготовку. Я знал, и все кадеты корпуса тоже знали, что на физическую подготовку наша команда не проиграет на физическую подготовку. У нас были соревнования по физподготовке, а также соревнования строя, маршировали строем, и соревнования строя и песни. Ну, мы сначала, как приехали, первый же день заняли первое место же по физической подготовке, потом маршировали хорошо тоже, и строя песни тоже нормально. Мы посещали, во-первых, различные места, музеи, авиационный музей имени Гагарина, также были в театре, были в Орбелых горах, на Поклонной горе были, смотрели, меня запомнилось самое, то, что мне понравилось, это как проходил президентский полк есть. Вот это настоящий уже строевой шаг. Офицеры красивые. Да. Ну да, у них вообще в основном красиво они пошли. Думаю, будем равняться на них. Несколько дней, проведенных в Москве, останутся в памяти кадетов навсегда. Здесь во время соревнований самым важным было чувство команды, ответственности за себя, за товарищей. Они знали, как бы ни было трудно, они должны выстоять, победить. Так их учили, воспитывали. Магомед Азиев сказал, что каждый из нас знал, чувствовал за собой Ингушетию. Нас так и называли – ингушские кадеты. Фатима Османовна Агиева – одна из тех преподавателей,